Яркие шокирующие заголовки, а за ними незначительные либо вовсе ложные сведения. Фейки заполонили информационное пространство. Цель – ввести в заблуждение и пошатнуть эмоциональное состояние человека. С зарождением журналистики это всегда имело место быть. А сегодня он приобретает, конечно, в масштабах такой холодной войны, нового этапа холодной войны, идеологической такой активной противостояния. Это все приобретает, конечно, очень серьезную значимость. Дезинформация существовала всегда. С появлением печатных изданий возник такой термин, как «газетная утка». На сегодняшний день в условиях технического прогресса и соцсетей распространить ложную информацию очень просто. Фейки стали бизнесом, говорит секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Фейки стали приобретать немножко другую окраску, они стали приобретать немножко другое значение. Из категории каких-то милых развлечений, сплетен о жизни звезд эстрады и все прочее, они стали очень хорошим бизнесом. Они действительно стали очень хорошим бизнесом, они стали хорошим способом заработка денег, они стали очень хорошим способом влияния, как в экономической сфере, так и в политической. Информационные вбросы, особенно во времена происходящих в последнее время событий, в мире участились. Так было и в самом начале появления коронавируса. Стали появляться множество фейков, связанных с COVID-19. В качестве примера Тимур Шафир привел несколько ситуаций. Один из фейков касался китайских туристов, которые якобы были расстреляны российскими пограничниками, просидев до этого несколько месяцев на карантине. Понятно, что в ту же секунду это не могло проверить и китайское посольство. Но эта новость тут же пошла по практически всем иностранным СМИ. В России расстреляны китайские туристы. То есть первая новость, причем очень интересная манера подачи. Первый репринт этой новости, он дается полностью, что были уничтожены китайские туристы, которые застряли в карантине. Следующий заголовок немножко сокращается. В России расстреляны китайские туристы. Просто почему их расстреляли? Там, не вовремя на Красную площадь, может, они вышли. И уже третьи заголовки, уже по традиционной накатанной. Растет напряжение между Россией и Китаем, граждане Китая убиты в России на фоне приказа, отданного Министерством обороны России. Тут уже становится совершенно очевидным, какую цель преследуют эти новости, откуда растут уши у этих новостей и как эта технология используется. Тимур Шафир сравнивает нынешнюю ситуацию распространения фейков с карточной игрой, которая состоит из небольшой колоды карт и нескольких блоков, куда входят новости военно-промышленного комплекса и экономики, высшего и военного руководства страны, дипломатических отношений, переговоров, заявлений и многое другое. Блоки тасуются, вбрасываются в информационное поле, говорит журналист. Важно при прочтении новостей отключать эмоции. На просторах интернета сейчас можно увидеть множество фотографий и видео, не соответствующих реальности. Отключайте эмоцию. Очень часто включают подобного рода фотографии, видео. Они сопровождаются, вы знаете, такими комментариями. Здесь не надо никаких слов. Или что можно здесь сказать? Здесь только там боль и слезы. Когда вам говорят, что здесь не надо слов, это очень хороший показатель, что здесь надо говорить. Когда вам начинают говорить, что здесь не надо ничего обсуждать, значит здесь здесь, скорее всего, и надо что-то обсуждать. Когда вам говорят, что здесь только слезы и боль, да, вполне возможно, что там есть слезы и боль. Но еще с большей долей вероятности там есть холодный расчет. В ходе беседы было отмечено, что фейки появлялись и во время грузино-абхазской войны. Чеченские добровольцы после освобождения Гагры играли головами убитых грузин в футбол на Гагрском стадионе. Вот. Нет ни одного доказательства, ни видео, ни фото, ни человека, который это видел, да, сказал бы, что я вот это видел. Ни фамилии тех, чьи головы там, так сказать. Но грузины до сих пор, вот они приводят эти аргументы, когда возникают там какие-то баталии в социальных сетях. И нам никак не удается этот фейк до конца опровергнуть. Да. То есть 30 лет живет этот фейк. А это не так много. Это знаете про что песня? Это про бельгийских детей, которых ели немецкие солдаты Первой мировой войны, которые вступили на территорию Бельгии в 1914 году. Значит, я бы почему не вспомнил об этой песне, потому что я ее совершенно неожиданно недавно услышал в новой обработке, где-то на Ютубе. Я даже не поверил себе, но там, да, действительно играет песня «Бельгийские дети», какой-то местный французский ансамбль в каком-то маленьком городке с привлечением современных инструментов.
Вот, я не оправдываю немцев Первой мировой войны, но что-то мне подсказывает, что детей они все-таки бельгийских не ели. В 2014 году у них со снабжением еще было все относительно неплохо, поэтому до каннибализма они там вряд ли доходили. Но песня жива. Значит, грузинскими головами играли чеченцы на стадионе. Ни одной фотографии нету, ни одного живого, понятно, не головы, а ни одного живого футболиста тоже не осталось там, ни одного свидетеля этой игры. Закономерно, что вместе с иностранным словом «фейк» появилось и такое понятие, как факт-чекинг, что означает проверка фактов, информации. И сейчас это приобретает очень большое значение. Информационные технологии и скорость передачи информации нас всех связали в один клубок. И уровень этой ответственности, я еще раз говорю, отражается на нас всех. О том, как бороться с фейками, можно говорить много. Этому явлению еще предстоит дать подробный анализ. Самое главное – проверять источники информации. И со временем важно не изменить понятие о достоверных сведениях. Ведь, как известно, сила должна быть в правде, а не во лжи. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.